В эфире «Своих не бросаем». История подвигов и судьбы героев. С вами Юлия Краснова. И Артур Галеев. Гость нашей студии сегодня глава Куюргазинского района Юлай Талхович Ильясов. Здравствуйте. Добрый вечер. С возвращением. Здравствуйте. Спасибо. Юлай Талхович, а с чем вы к нам пришли и почему здесь какие-то надписи? Это памятная вещь. Это обломки нашего суперкама, который потерпел жесткую посадку, развалился у нас на руках, что называется. На память сам себе изготовил своими руками, а тут позывные наших ребят со всеми теми, кто я служил. Ну, это самурай, в том числе я, Бура из Коврова, Зема из Читы, Латыш из Москвы, Прапор из Хабаровска. Вот список всех этих ребят я на память, чтобы не забыть, соорудил вот такой небольшой. Там и на оборотной стороне, да, и есть. на обратной стороне большой-большой список. Тут, наверное, бойцы со всех регионов. Со всей России. Начиная от Камчатки и Сахалина, заканчивая Белгородом. Если вспоминать и ваш первый эфир, и то, как вы отправились в зону специальной военной операции, это произошло на прямой линии ровно год назад. Прямая линия главы Республики Башкортостан. У нас прошла буквально на днях вторая прямая линия, но она для вас, с учетом того, что был опыт в зоне специальной военной операции. Прозвучали такие вопросы, касающиеся трудоустройства. Вам, как никому другому, наверное, понятно, что это встроиться в мирную гражданскую жизнь после того, как была служба в зоне СВО вот уже на протяжении года? Боевой опыт, конечно же, накладывает отпечаток и на мировоззрение, и на психологию, что называется. Но я вернулся к исполнению своих обязанностей, и вот с понедельника уже полностью в районе провожу оперативки, разбираюсь во всех текущих накопившихся вопросах и проблемах. Окунулся в эту жизнь. Конечно же, легкий, так сказать, не хочу сказать шок, но голова кругом пошла, потому что за год все-таки кое-что поменялось. Но, тем не менее, я быстро вошел в колею, коллектив меня ждал, встретились с радостью, было очень приятно. И он меня не подвел в период отсутствия, пока я воевал в боевых действиях, что называется. Механизм работал, и текущая работа выполнялась в штатном режиме. Саму прямую линию в этом году вам удалось наверняка посмотреть? Я от начала до конца смотрел прямую линию с большим вниманием. Большой спектр вопросов был охвачен, начиная от простых житейских и заканчивая глобальными стратегическими. Ну, конечно же, интересовали, не то что затронули вопросы касательно муниципальной службы, о кадровом резерве, о подборе новых людей в команду глав районов, что называется, какие критерии для их работы. Вот о том, что Ради Фаридович говорил, добрые и профессиональные, не злые люди должны работать во власти, уметь работать с населением. Я бы добавил добрые, но не мягкие и справедливые. Это очень важно. Ну и, конечно же, проблемы СВО, адаптации приходящих бойцов, их реабилитации, медицинские вопросы, социализации их в нынешних условиях. Это нам еще предстоит испытать. И то, что мы делаем в нашей республике под руководством Ради Фаридовича, я считаю, это правильное и нужное направление. И наверняка эта поддержка, она там тоже чувствовалась. Да, уже не говоря о гуманитарных конвоях, постоянная связь с республикой, она ощущалась, и это помогало там жить и работать, что называется, потому что вера в то, что за тобой стоит крепкий тыл, Россия, республика, мой Куюргазинский район, давала силы, давала надежду и уверенность в том, что мы победим, а победим мы скоро уже. Дай бог, дай бог. Будьте уверены. Юлай Талхович, вот совсем недавно глава Республики Башкортостан наградил вас медалью Шаймуратова. Расскажите нам, пожалуйста, что для вас значит эта награда, и все-таки, как вас изменил этот год участия в специальной военной операции? Медаль Шаймуратова для меня очень важна и ценна. Будучи руководителем гуманитарных конвоев от Куюргазинского района, я был именно в том месте, где захоронен наш славный генерал. Был на его могиле. И в списке участников этой кавалерийской нашей дивизии есть наши земляки из Куюргазинского района. Это для меня вдвойне ценно. Дух нашего славного генерала, знаете, он во всех наших войнах, призванных с Республики Башкортостан. Я уже говорил в том эфире, что бойцы, призванные с нашей территории, одни из лучших. И одним из слагаемых этого вот успешности и боевого духа, это вот память и слава нашего славного генерала Шаймуратова. Шаймуратов – это такой символ, который многих окрыляет и дает энергию и силы работать там, в зоне специальной военной операции, на линии боевого соприкосновения. Вы сказали, что важно быть добрым, но при этом не
не мягким. Не мягким, но есть эффект мягкой силы. Удалось ли вот это там отточить? Мягкая сила — это уже такая некая дзен-буддийская восточная философия, и тут перекликается с моим позывным «Самурай» и с принципами, которые как бы помогают мне выживать. Я хочу сказать следующее. Год нахождения в специальной военной операции, конечно же, переформатировал меня, если не полностью, то во многих моментах. Я получил мощнейший стимул жить дальше и работать. Я получил такой глобальный опыт и урок с тем, чтобы наши текущие проблемы, житейские проблемы, они, в общем-то, где-то и не проблемы совсем. Ерунда. По сравнению с тем, что происходит в глобальном масштабе для России, по сравнению с тем, что проливается кровь наших воинов. И текущая ситуация, она важна для наших жителей, но я хочу обратиться к тому, что многие недопонимают и не сравнивают на чаше весов, грубо говоря, проблемы выгула безнадзорных животных и возводят это в ранг какой-то космической проблемы. И не видят при этом как бы тех проблем и вопросов нашей страны, которые мы решаем сейчас на международном уровне. А еще вы рассказывали до эфира, что встретили вас очень тепло жители, просто подходили незнакомые вам люди на улице. Ну, я был не то что шокирован, очень приятно удивлен, что очень тепло меня встретили после возвращения в коллективе. И даже когда я иду по улице по рабочим моментам, просто люди останавливаются, бросают сумки, обнимаются, радуются. Настолько это неожиданно, тепло и приятно, что называется. И это дает новые силы для того, чтобы двигаться и работать дальше. Вы уже провели оперативное совещание в должности главы района. Вот расскажите, все-таки какие проблемы сейчас на сегодняшний день есть в Куйургазинском районе? Проблемы все те же самые. Проблемы ЖКХ, асфальтирование дорог, изношенных коммуникационных сетей. Проблема у нас в настоящее время в критичном состоянии находится наша котельная. Она уже со времен Советского Союза построена, капитально не ремонтировалась с тех самых времен. И, конечно же, Радий Фаридович обнадежил, что окажет внимание для решения наших вопросов. Вопрос проектирования котельной, чтобы в следующий отопительный сезон войти без проблем. И ее, конечно, строительство. А вот опыт, который вы получили в зоне СВО, его можно все-таки как-то использовать вот, в мирное время? Трудно сказать. Там война, здесь мирная жизнь. Ну, наверное, Стойкость. Наверное, я думаю, что вот это вот более психологическая, моральная устойчивость к тем проблемам, которые возникают. Ты их уже взвешиваешь как не нечто какое-то глобально-космическое, непреодолимое, а текущая ситуация, которую нужно решать в рабочем режиме, шаг за шагом, поэтапно по алгоритму действовать. И не надо тратить в таком количестве свои нервы и внутренние силы для того, чтобы их решать. Это можно решить спокойно, без истерики, без криков, что называется, в рабочем порядке. Получается, когда ты понимаешь важность и ценность человеческой жизни, Да. и вот эти чаши весов, они становятся такими очевидными, Да. что есть моменты, которые мы можем урегулировать, а вот человеческую жизнь всегда нужно стремиться сохранить. Да, я хочу сказать, что я стал крепче, я стал сильнее после этой войны, и решать текущие вопросы, наверное, будет мне немножко полегче, внутренне для себя. Есть желание сейчас вернуться? Может быть, конечно, с гуманитаркой или все-таки с оружием в руках опять? Если быть откровенным, конечно же, командиры предлагали продлить контракт, и ребята уговаривали остаться, потому что я неплохим был техником БПЛА, без ложной скромности скажу. Но долг перед Куйургазинским районом, перед семьей, перед руководством республики, конечно же, перевесил. И с другой стороны, оставлять без руководителя непростой район со своими проблемами, это тоже безответственно. Чаша весов перевесила, хотя желание остаться, конечно, было. Ну, вы говорили в предыдущем интервью, что вас попросили остаться еще на полгода, чтобы вы воспитали вот эту вот смену. То есть, значит, ценны были ваши качества. Я знаю, что вы и каратист, и прекрасная физическая форма, и вот это управленческий опыт вам помогали там наверняка выстраивать коммуникации. Воспитали преемников. Да, молодежь поступила, мы их обучили. Там методы запуска наших беспилотных аппаратов несколько изменились. Мы стали работать не 5 минут, как раньше, а 3 минуты уходило на запуск. То есть мы научились работать лучше, быстрее, эффективнее. Потому что скорость всех операций – это жизнь нашего расчета.
А вы служили в бригаде БПЛА, правильно? Да. А вот расскажите, какие у вас были задачи? Бригада БПЛА «Гром-Каскад» — это военная разведка. Мы разведчики были. Задача была в том, чтобы запускать наши аппараты, птички так называемые, в глубокий тыл противника, не по линии ЛБС, хотя мы по ней тоже работали, а километров за 100 дальше, с тем, чтобы глубинные перемещения врагов засекать, давать координаты. Это и эшелоны с вооружением и с составом, которые поступают на фронт. Это и тяжелая техника, артиллерия, и гаубицы, и танки, которые поступают. Это и расположение войск противника, это перемещение хаймерсов. То есть это вот глубокая глубинная разведка. Вот это, как говорится, наш конек. Как я уже говорил в прошлом интервью, большинство данных по разведке давали именно наши подразделения, наши расчеты. По всему периметру ЛБС наши расчеты были распределены, их было около 12, и каждый отрабатывал свой сектор. У нас было направление Гуляй-Поле, Запорожье. Ну и в заключение хочется, чтобы вы пожелали что-то в преддверии Нового года всем жителям, и не только Куюргазинского родного района, но и всей нашей многонациональной республики, и, конечно же, тем ребятам, которые сейчас, вот вашим боевым братьям, товарищам, которые остались там за ленточкой. У меня пожелание одно, чтобы мы в следующем году победили, чтобы победа случилась. Мы все это ждем с болью, с кровью, со слезами на глазах, что называется. Уверенность в победе как никогда, она всегда присутствует, но побыстрее бы, поскорее бы. Давайте уже, власть придержащие, примите решение, что все, мы победили. А это, несомненно, и бесповоротно. Спасибо вам большое за тот вклад, который вы делаете в общее дело и в развитие нашей республики. И огромная благодарность за вашу службу. Крепкого здоровья вам. Успехов! Спасибо. И то, что вы сейчас глава района, а до этого были с оружием в руках и защищали детей Донбасса. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо. Это была передача «Своих не бросаем» о подвигах современных героев, о тех, Кто приближает победу в тылу. С вами были Артур Галеев И Юлия Краснова. Увидимся через неделю.